Приветствую всех на канале Магия Виска. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что высшие силы приготовили лично вам. Давайте посмотрим, какие подарки, сюрпризы, перемены, что приготовили для вас высшие силы. Будем смотреть на самое ближайшее будущее. Это срок в 3 недели. У кого-то в 3 месяца может отыграться. Ну а так загадываем на 3 недели. Ну что, вы готовы? Настроились? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. О, как интересно! Все никак от этой лошади не могу внимания оторвать. Глаза прям приклеились. Приклеились к лошади. Лошадь — это очень хорошо. Тут, кстати, на лошади, по-моему, кто-то сидит. И, возможно, даже не один. А лошадь такая чудесная, смотрите, да? Во-первых, очень красивая, грациозная. А во-вторых, видите, через какой-то острый камень перепрыгивает ваша лошадка. Ну, покатайтесь. Покатайтесь. У кого-то 100% к покупке либо обретению личного транспорта. Даже если сейчас не думаете, вы скажете: у меня нет денег, у меня нет возможности, вообще водить не умею. Высшие силы скажут: не волнуйся, мы все устроим. Да, будет возможность, приобретете. А водить всегда можно успеть научиться. А у кого-то, возможно, да, есть желание, есть права, но нет денежки, да, потому что нынче все дорого стоит. Вот, возможно, какой-то вариантик такой, знаете, прям в руки, да, какая-то горячая продажа, либо еще что-то. Ну, будете на лошадке. У кого-то эта лошадка означает работу, карьерные достижения, либо увеличение, бизнеса, да, рост бизнеса, увеличение доходов. И вот почему-то мне кажется, что все-таки 2 человека там сидят, не один, 2 человека. Видите, вот один человек, а вот второй, прям там, где попка сидит. Может быть, кто-то будет вас поддерживать, а может быть, имеется в виду, что и вы, и ваша подружка, либо вы и ваш любимый человек вдвоем будете кататься на лошади. И будет здорово. Я даже хочу карты взять. Мне так нравится эта лошадка. Мне так хочется про нее больше узнать. Еще она, смотрите, она слева скачет. Левая сторона самая неожиданная. Вот прям удивитесь, так удивитесь. Ахните, охните. А кто-то даже с перепугу и перекрестится. Ну, вот, прям видите, клевер сам перевернулся. Это ваш счастливый случай. Эта лошадка не просто так в вашу жизнь идет. Вот не просто так глаз зацепился именно на этом рисунке. Здесь еще и другие интересные рисунки. Но вот прям лошадь. Сейчас я не могу. Вы извините, я не успокоюсь, пока я все не узнаю. Так, мои хорошие девушки, женщины, прекрасные леди, дамы. Так, ну что, карты в принципе хорошие. Вот говорю, неожиданно, у вас прям шок. Не ждете, не гадаете, либо вы ждете наоборот чего-то плохого, либо прям уверены, да, что ничего хорошего не случится. Есть какие-то, может, проблемы в жизни, либо вы думаете, что ну какая машина, куда буду парковать, как я буду получать права, как я буду там обслуживать эту машину, да, кто продаст мне задешево. То есть вы прям окружены картами, которые говорят о том, что вы не верите, вы не ждете, и вообще у вас мысли в негативе. Но случится то, что порадует ваше сердце. Вот прям такая радость, такое счастье, прям сердце наполняется. И еще по этим картам, вот сразу не сказала, да, карты подсказали, у кого-то, может, и приезд отыграется человека, которого уже, возможно, не ждете, в приезд которого не верите, но это случится. Может, человек вообще за вами приедет, так и скажет: любимая, родная, собирайся и поехали. Поехали в новую жизнь. Да, на лошади такой успешный, весь из себя.
и вас заберет, заберет в новую прекрасную жизнь. Жизнь, наполненную счастьем и любовью. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Вот были карты гроб и гора. Вот она, ваша гора, да? Все решится, все случится. То, что сейчас туманит и омрачает вашу голову, вы это перескочите. Ничего плохого не будет. Дальше. Какой-то бумеранг добра показан. Да, бумеранги не только как ответка, но еще и добро могут приносить. Сам по себе бумеранг, да, это такая деревянная, ну, палочка, скорее всего, да, как назвать ее правильно, изделие из дерева, да, которые туземцы использовали для охоты. По-моему, туземцы Австралии, если я не ошибаюсь, может, не только Австралии, да, использовали для охоты. Они запускали эту, значит, деревянную штучку, это изделие деревянное, оно летело, там попадало в добычу и потом возвращалось хозяину. Но сейчас я так понимаю, что бумеранги очень часто еще могут использовать в качестве, ну, как игрушки, развлечения и, ну, спортивной активности. У вас явно бумеранг добра. На этом бумеранге, смотрите, на одном конце рыбка показана, а на другом конце перышко показано. Перо, большое красивое перо. Рыбка — это либо денежка, либо это любовь, да, вот эмоции, чувства, любовь. Любовь бывает как между мужчиной и женщиной, так и платоническая. Также, да, деньги, как я сказала. А на другом конце перо, которое означает легкость, да, облегчение, легче станет по жизни в целом, либо легкость бытия наступит в вашей жизни. Ну, конечно, когда у вас есть любовь, и вы не одна, вы не один, еще при этом деньги есть, конечно, вам будет легко, конечно, вам будет хорошо и комфортно. Этот бумеранг добра летит вам, потому что вы его действительно заработали. Вот такое впечатление у меня, знаете, вот картинка, такой образ идет, какой-то огромной пиалы, либо чаши, и в нее вот прям капельками капали ваши добрые деяния. А деяний было очень много. Вы очень часто делаете хорошие, добрые вещи и даже сами того уже не замечаете. Можно сказать, что у вас уже это на автомате. Ну, вам даже и в голову не приходит, да, разбираться, это какое действие доброе. Я что, кого-то спасла, либо я кому-то помог? Нет, вы так никогда не думаете, вы никогда так не рассуждаете. Вы просто делаете то, что сердце велит. А сердце доброе, и велит оно вам делать добрые поступки. И вот эта чаша наполнилась, высшие силы такие: окей, мы все видим, вот тебе за это бумеранг добра. И как я понимаю, что именно в рыбке и именно в пере вы сейчас нуждаетесь. Скорее всего, вам тяжело, потому что даже расклад показал там гроб и горы, то есть тяжелый период в жизни. То есть перо нужно, да, облегчение, легкий путь вам нужен, комфортный путь. И, возможно, да, у вас проблемы с материальным, с работой, с деньгами. А может быть, вы плохо себя чувствуете из-за одиночества. Вот, знаете, это недолюбленность, нереализованность в любви, в отношениях. В общем, то, что нужно, то и будет дано, то и прилетит к вам на этом бумеранге добра. Бумеранг точно высшие силы отправляют. Не просто так, не за красивые глаза, а за те добрые дела, которые вы сделали. Дальше, мои хорошие, я вижу, что высшие силы задумали с кем-то вас подружить, потому что здесь большая красивая троечка показана. Подружить с какими-то, ну, очень интересными, удивительными людьми. Люди очень сильно отличаются от вас. Тут могут быть и 3 женщины, и 3 мужчины. Могут быть даже вперемешку, например, 2 женщины, 1 мужчина, либо 2 мужчины, 1 женщина. Вот видите, 1, 2, 3. И вот она тройка. Люди, которые не словами, но действиями каждый раз будут подчеркивать свою верность, преданность, честность перед вами, желание с вами общаться, вас поддерживать, обучать, подсказывать, защищать. Вот мне почему-то идет, что эти люди живут лучше, чем вы. Причем гораздо лучше, чем вы. И эти люди, возможно, каждый, конечно, в своей сфере добились большего, чем, например, вы, да, либо вы могли бы подумать.
И люди внешне очень простые, обычные, какие-то теплые, родные. А вот как копни в глубину, да, вот посмотри за спину такого человека и ахнешь, скажешь, ну надо же, когда человек далеко пошел, как много всего добился. Вы подружитесь с этими людьми, ничего о них не зная, либо поверхностно, да, зная, либо просто посмотрите и скажете, ой, такие милые, такие приятные, почему бы не познакомиться. Но потом, когда вы узнаете правду про этих людей, вот тогда вам будет очень и очень не по себе. Вы скажете, блин, такой человек крутой. А вдруг этот человек не захочет со мной дальше общаться, да? Вот даже такие мысли будут. Кстати, еще, смотрите, пришла информация, что, возможно, это знакомство, либо это дружба начнется, например, в одной сфере с одним человеком, в другой сфере с другим человеком. То есть на работе с кем-то можете подружиться, можете с кем-то подружиться по соседству, и можете просто вот с каким-то там, не знаю, рандомным человеком подружиться. Да? Не обязательно, что вот сразу 3 человека, вы с ними знакомитесь и начинаете дружить. А у кого-то, возможно, именно и так отыграется, да, что сразу 3 человека. И вы знаете, еще вижу, что эти люди, они ну, как-то вас под руки берут. Ну, 2 из них точно берут вас под руки. И вы вот как провисаете у них на руках. То есть, ну, можно сказать, что они вас несут. Вот в какие-то моменты они вас будут подхватывать и просто нести. Нести на своих руках. Нести, ну, вот по жизни, например. Где-то вы встретили проблему, не можете справиться. Эти люди подключаются, делают свое дело, а вы ни клятый, ни мятый, да, результат получаете. Но, конечно, злоупотреблять вы не будете, я это знаю. Вы очень честный человек, открытый в этом плане. Но люди, скорее всего, ну, будут не то чтобы предлагать, а может даже тайком, втайне от вас делать какие-то, ну, такие хорошие вещи, да, помогать, либо оказывать протекцию. Где-то вот замолвят за вас словечко, ну, вы будете ощущать эту помощь, вы точно все будете ощущать. Такой интересный знак. Так, еще. Высшие силы задумали с кем-то вас развести. Это не значит, что будет развод, хотя у кого-то, может, и будет. Смотрите, вы общаетесь, взаимодействуете с человеком, который как-то вот, ну, негативно на вас влияет, да, как-то пагубно на вас влияет. Но вы же для этого человека как это соломка, да? Каждый раз этот человек пользуется вами для того, чтобы решать свои проблемы, либо жить, не тужить, да, и как-то наслаждаться жизнью. И еще у кого-то отыграется, что человек, например, может очень сильно вам завидовать, очень сильно вас ревновать, и буквально сбивать вас с правильного пути. Это могут быть как и конкретные укоры, упреки, критика, так и может быть даже шантаж, что вот туда не ходи, туда не едь, там сама не делай, да, ну какие-то такие моменты. Тот, кто вам мешает, из вашей жизни уйдет. По-хорошему либо по-плохому, вот прям выведут. Мне идет, что выведут. И, может быть, вы даже этого, ну как, не поймете задумку высших сил, но вы ее почувствуете. То есть стоит этому человеку отдалиться, либо удалиться, и ваша жизнь начинает разворачиваться по какой-то странной траектории, и вы уже себя не узнаете. Вы не узнаете свои ощущения, свои ожидания, то, что идет само к вам в жизнь, то, на что вы способны, да, вот прям как заново жить начинаете. Вот именно такая информация. Кто этот человек и так пагубно влияет? Я не могу сказать, мужчина, это женщина. Но этот человек достаточно долго присутствовал рядом и достаточно много вашей кровушки попил. Достаточно много вам уже навредил. Еще раз говорю, человек мог это делать как несознательно, да? Руководствовался ревностью, эгоизмом, завистью, ну, какими-то личными, да, мотивами. То есть не то, чтобы там погубить вас хотел, но так было удобно, либо так считал правильно, либо так было хорошо. Вот. О ваших интересах этот человек не думал,
либо думал в какой-то искаженной форме, да, извращенной форме. Но вот идет мне, что выведут, отведут. Может быть, на время, может, навсегда. Да, может, человеку нужно побыть в одиночестве без вас, чтобы осознать, что надо вас жалеть, о вас заботиться, вам помогать, что нельзя вам ставить палки в колеса. Ну, может, будет и навсегда, да, просто разойдетесь тихо, мирно, и каждый будет жить свою жизнь. Ну, по крайней мере, вам никто мешать уже не будет. И это как бы плюс, это хорошо. Девушки, которые действительно вот хотят развестись, но боятся, например, да, либо там муж угрожает какими-то плохими вещами, развод у вас точно состоится. И это как не ему решать. Так уже решили за вас высшие силы. Потому что с этим мужем вы как личность не развиваетесь. Вы постоянно в каких-то мучениях, страданиях. И прозябаете, да, не живете, но прозябаете, мне идет. Как это произойдет, высшие силы разберутся. Пути Господни неисповедимы. Что угодно может произойти, но мучиться вы точно больше не будете. Дальше показывают, высшие силы решили ускорить какие-то ваши, скажем так, либо жизненные процессы, либо какие-то ваши достижения. То, что вы должны были по плану достигнуть там, через год, через 5, через 10 лет, вы получите уже в этом году, либо до конца этого года. Здесь событий несколько, и они разные. Одно событие связано с карманом. У вас как новый какой-то накладной карман, который либо с собой будете носить, либо к одежде приделаете. Второе событие связано с вот этой вот улиткой. Кстати, улитка очень крупная. Третье событие связано с какими-то бумажками, документами. Четвертое однозначно звезда. Ну а пятое событие связано с какой-то покупкой. Причем, я так понимаю, крупной. Либо не крупной, но очень дорогостоящей. Вот такие события случатся с вами еще до конца этого года. А может, на протяжении года будут случаться. Да? И эти события, они именно будут ускорены высшими силами. Высшие силы так подумали, зачем вам ждать? Зачем? Вы человек достойный, со всех сторон идеальный, уважают вас, ценят, хотят наградить, хотят лучшее дать вам уже сейчас, а не через несколько лет. Вот. Так что бы вы ни делали, ускорение однозначно придет. Хотите, не хотите, готовы, не готовы, это будет происходить. Так решили высшие силы. И, так оно и будет. Это же не во вред, это же во благо. Смотрите, у вас все события ушли в правую сторону. Это ваша сторона, это то, что хорошо для вас, это то, что полезно для вас. Дальше. Тот, кто рядом с вами, я вижу этого человека с удочкой в руках. И также вижу, что у этого человека, не знаю, какое-то животное, овца, теленок, козленок, кто-то маленький, и удочка — это хорошо. Допустим, это может быть ваш супруг, супруга, парень, девушка. Это может быть ребенок, да, взрослый ребенок. Это может быть кто-то из родителей. Вот тот, кто рядом с вами, да, вот как в паре, либо в партнерстве, в семье, да, вот все вы разные, у каждого свое, конечно, отыграется. Удочка — это хороший инструмент, чтобы ловить рыбу, да, и вкусно кушать. Либо продавать потом эту рыбу. А вот это маленькое животное, я так понимаю, что это на вырост, да, оно будет расти. То есть, что бы это ни было, да, это хорошо, потому что взрослая овца дает шерсть, взрослая корова дает молоко, коза тоже дает молоко. И есть такие козы, у которых шерсть тоже очень дорогущая. То есть тот, кто рядом, реально начнет развиваться и расти. И, возможно, сейчас вы очень много помогаете этому человеку, либо вы на себе тащите этого человека, но, судя по этой картинке, ваш близкий начинает становиться на ноги. То есть у человека открываются дороги, открываются возможности. Человек уже не нуждается в том, чтобы его таскали. Человек уже вам начинает потихонечку помогать. А дальше просто будет больше. Да? Дальше будет больше.
Так, и еще очень интересный знак, какой-то вот самолет очень низко, да, либо это низкий старт, либо в процессе вот как взлет, да, отрывается от земли и начинает взлетать все выше и выше. Самолет небольшой, находится низко. Может быть, это, да, как-то связано с поездками, с переездами, с полетами на самолете, с командировками, с посещением каких-то отдаленных мест. То есть, возможно, до конца будет казаться, что нет, ничего не произойдет, ничего не будет, а потом, как знаете, за несколько там суток, да, за несколько дней все решится. И также, возможно, у кого-то отыграется мечта либо желание. То есть вы вот уже ничего не хотите, у вас там все исполнилось, а потом не успеете на что-то загадать, либо о чем-то подумать, и оно очень быстро исполнится. Вот, это хороший знак, очень хороший. Дальше, для тех, кто никак не может быть вместе, либо не может сойтись, объединиться, ну вот как отношения разрушены, либо отношения на расстоянии, либо отношения, которые не получается выстроить там, в силу каких-то причин, помех. Но опять же, по-разному бывает. Да? Бывают и любовные треугольники, и семейные. Бывают люди в разных странах живут. Бывает и еще там куча всяких проблем. Смотрите, высшие силы дадут шанс, один, но дадут, на то, чтобы вы были вместе. Но там придется, конечно, взять на себя ответственность, придется прям решиться, и времени будет мало. То есть какой-то вариант появится, да? Вариант быть вместе, может быть, на вашей территории, на территории вашего любимого человека, может, даже на какой-то нейтральной территории. Этот шанс, он будет один. И смотрите, этот шанс, он проверка. Проверка искренности намерений и подлинности чувств. Почему? Потому что если человек действительно заинтересован, вот он пойдет, либо она пойдет на все, чтобы быть с тем, кого любишь. А когда люди начинают там пальцы загинать, что ой, новая страна, ой, новый язык, ой, новые документы, нет друзей, нет работы, страшно, там еще что-то, да, это уже говорит о том, что человек, ну, либо не до конца любит, либо чувства, может, поверхностные, неглубокие, не настоящие. Вот заодно и проверите. Настоящая любовь, либо так себе, да, название. И также, кто действительно любит, да, любящие сердца, они пойдут на любые жертвы, они ни на что не посмотрят, лишь бы быть вместе с тем, кого они любят. Вот и все выяснится. Те, кто любят, будут вместе. Те, кто так-сяк, ну, к сожалению, наверное, еще какое-то время на расстоянии пообщаетесь, ну, либо в тайных отношениях побудете, а потом уже как разойдетесь, каждый пойдет своим путем. Но вот вроде как и дают шанс, но в то же время проверяют. А как вы можете, хотите, будете, да, вот как-то хитренько показали. Ну, высшие силы, они мудрые, они могут. А вот тут с левой стороны показывают огромного аиста, который задрал, видите, клюв вверх. Но они обычно так делают, да, поднимают голову и клювом так делают, да, звук такой делают, стучат клювом. Крылья, видите, расставил. Большой аист, очень большой. Аист – птица счастья. Также это посыльный. Также аисты кого? Деток приносят, да? Цветы жизни. С левой стороны, ну, тоже будет очень неожиданно. И многие даже, скажем так, от счастья потеряют голову, да? Ну, вот почему-то мне образ женщины идет, которая уже такая, ну все, типа, дети взрослые, буду внуков ждать, да, а тут раз и забеременеет. Будет такой вот подарочек от высших сил, такое маленькое счастье. А у кого-то отыграется, что, допустим, счастье придет оттуда, откуда не ждали, да, либо какое-то счастливое событие ворвется в вашу жизнь, и этот аист вам об этом сообщает. И, кстати, аистами очень часто могут показать тоже переезды и заселение в новое жилье, в новый дом. Это может быть и аренда, и покупка, и даже как достроенное что-то, да. Ну вот он прямо оповещает, что я здесь, я прилетел, радуйтесь все, радуйтесь. Кстати, еще у кого-то может по этому аисту отыграться какая-то добрая новость по поводу каких-то документов.
Документы бывают разные, там и паспорта, и всякие там договора, и даже какие-то судебные документы. Кстати, наследство тоже очень часто проходит по АЭСтам, особенно вот от родственников, да, неважно, ближние, дальние, вот как-то так не идет. Ну, повод точно будет, и радость точно будет, неважно какая, но точно порадуетесь. Еще, мои хорошие, я вижу, что высшие силы от чего-то вас освобождают. Освобождение. Может быть, это какие-то проблемы, может быть, это какие-то грехи, может быть, это какие-то испытания. Что-то, что вы должны были пережить, и что-то, что, например, было бы не очень приятным, либо оптимальным, либо хорошо и приятно воспринято вами. Вот чем-то вы это себе заслужили. Вот не прекращается поток информации о том, что вы что-то такое либо делали на протяжении долгого времени, либо это какая-то была разовая акция, разовый поступок. Ну вот что небеса прям восхитились вами, захлопали вам в ладоши. Спасли, помогли, выручили, пожертвовали. Ну, какой-то грандиозный поступок, либо очень много маленьких хороших дел. Вы все разные, вы за себя сами знаете, но вот я вижу нечто такое, что небеса сказали: вау, вот это да, вот это молодец, как-то вот прям выделились, да, на фоне всех других душ. Что вы сделали, не могу понять, вы все разные, но вот за это вас я освобождаю, да, и бумеранг добра к вам летит, и освобождают от каких-то, нехороших событий, назовем это так, нехорошие в кавычках, да, потому что это не обязательно плохие люди, либо беды. Это могли быть и ваши личные испытания, которые были прописаны в вашей судьбе. Небеса, высшие силы, они все могут. Они могут как и послать, так и руку протянуть, понимаете? Как наказать, так и по голове погладить, да? Как и наградить, так и сослать куда-нибудь в нехорошие места. Но вот вижу, что вы вот что-то сделали, не могу понять, что. Не могу, вы все разные. Ну, если есть желание, поделитесь в комментариях, да. То, что ваше хорошее, оно все равно с вами останется. Так, и еще один момент. Смотрите, вот показана мама и кто-то маленький, как ребенок, наверное, да. Ребенок. Смотрите, мама большая, ребенок маленький, но у вас головы на одном и том же расстоянии, на одной и той же высоте. Не расстояние, а высота. И голова ребенка, она в каком-то как колпаке. Колпак кто носит? Ученые носят, да, там в старые времена ученые носили, либо какие-то вот прям, знаковые, значимые люди. Ребенок ваш может быть как и маленький малыш, так уже и взрослый человек. Понятно, что для мамы ребенок всегда остается ребенком. Скорее всего, речь идет о том, что ваш ребенок вот чего-то добьется, либо вы будете спокойны за будущее своего ребенка. Может, вы для ребенка чего-то добьетесь, какого-то учителя, курсы, поступления в какую-то школу, либо в какой-то вуз, да, учебное учреждение. Может, ребенок ваш пойдет работать в какую-то крутую фирму. Может, ребенок занимается спортом, будет там в медалях ходить, да, награду получать. Но вот я так понимаю, что для себя, возможно, мама уже ничего не просит, не желает, а всю свою жизнь ложит на алтарь к ребенку, да, чтобы ребенку было хорошо, чтобы дети мои жили. Я уже типа свое отжила, мне ничего не надо, но ребенок, чтобы ничего плохого не было, и чтобы жизнь свою устроил. И вы знаете, высшие силы откликнутся. Высшие силы позволят случиться тому, чего вы хотите не для себя, но для вашего ребенка. Что бы это ни было, но высшие силы это позволят. И, конечно, вы будете рады, конечно, вы будете счастливы. И меньше тревог, меньше переживаний. А даже какая-то, знаете, вот и гордость, и радость мне идет. Да, будет так, воистину так и будет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.